Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. Необходимо обратить внимание на то, что по данным Управления Роспотребнадзора на 3 сентября 2021 года зарегистрировано 147 новых случаев новой коронавирусной инфекции. При этом в столице нашей республики зарегистрировано чуть меньше 90 случаев, 86. В Камбайском, Вилюйском и Нерюнгринских районах по 5 случаев, по 4 случая зарегистрировано в Амгинском, Ленском, Мирнинском районе, по 3 случая зарегистрировано в Булунском, Мегино-Кангаласском, Намском, Среднеколымском и Усьянском. По 2 случая зарегистрировано в Алайховском, Верхоянском, Момском, Мусялданском, Хангаласском, Чурапчинском и Винобытантайском. По 1 случаю зарегистрировано в ряде районов Верхневилюйском, Маймиконском, Алекминском, Сунтарском и Татинском. Лаборатории Роспотребнадзора и учреждения здравоохранения республики продолжают осуществлять тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Помимо тех, кто находится и имеет признаки ОРВИ, а также находится в контакте с заболевшими коронавирусной инфекцией, в качестве субъектов, которые исследуются, являются люди, которые приезжают сюда для работы как в порядке непосредственно вахтовой работы у наших недропользователей, так и в целом для работы на объектах Республики Саха-Якутия. За сутки было сделано 3965 исследований. Вообще с начала пандемии в республике обработано уже порядка скоро будет 1,5 миллиона тестов на новую коронавирусную инфекцию. На настоящий момент наиболее важной задачей является это сохранение санитарного благополучия в республике благодаря действиям, которые осуществляются посредством вакцинации. На настоящий момент в республике 461 755 доз вакцины «Спутник», «Спутник Лайт». Начата массовая ревакцинация тех, кто вакцинировался более полугода назад. И, соответственно, уже на сегодня первую вакцину в республике получили 322 480 человек. Ревакцинировано уже 4590 человек. И с той вакцины, которая непосредственно сегодня есть на территории республики, 70% от общего объема у нас использовано. Необходимо обратить внимание, что вакцинация является первейшей задачей, поставленной сегодня перед органами государственной власти, учреждениями здравоохранения республики, и, соответственно, заслушивается на ежедневном докладе, соответственно, состояние вакцинации по наиболее проблемным точкам. Сегодня после заслушивания вчера ситуации в Верхневилюйском УЛУСе по низкому уровню вакцинации, сегодня получено поручение главы республики выехать в Верхневилюйский УЛУС для того, чтобы разобраться с ситуацией с низкими темпами вакцинации. Соответственно, группа оперативного штаба сегодня выйдет в Верхневилюйский УЛУС, и завтра уже мы дадим информацию о том, что же является причиной низких темпов вакцинации в Верхневилюйском УЛУСе, и, соответственно, проведем организационные мероприятия, направленные на то, чтобы восстановить своего рода санитарно-эпидемиологическое благополучие и в этом УЛУСе республики.